Какая древесная порода шумит? Шумит? Да, привет. Так, осина шумит. Осина, верно. Для Даниила Павлова из Кайгородского района это уже третья площадка. Можно сказать, теорию по лесоведению сдал. Какая порода деревьев преобладает, что такое древостой, ответить на эти вопросы, говорит, все равно, что орешки щелкать. А все потому, что подготовка была основательной. И книжки, и интернет. Еще папа помогал. У него много знаний в этой области, он работает в лесничестве. На площадке лесовосстановления юные лесники выстроились в очередь к каждому пункту. На одном проверяют знания по семенам древесных пород, на другом приготовили для посадок вот этих малюток сосны. Рядом инструменты – штыковая лопата, меч Колесова и так называемая потепутка. Все они используются при лесовосстановлении. Денис Пурлушкин из Карткиротского района без колебаний хватает финскую трубу. Она как раз подходит для посадки саженцев с закрытой корневой системой. Кстати, девятиклассник представляет Сторожец, где школьное лесничество одно из самых старых в Коми. Ему 35. В этом году состав полностью обновился. Но за короткий срок, говорит Денис, новички успели многое. Мы вешали всякие плакаты возле лесхоза, связанные с лесом и пожарами, то, что не надо костры разводить в лесу, вот, и тому подобное. Я уже повторюсь, то, что мы вешали скворечники, ограждали муравейники, покрасили беседку, посадили деревья. На столе площадки охраны и защиты лесов разновидностей грибов, которые обычно поражают деревья. С обычным трутовиком все дети знакомы, а вот лакированный назвали только двое. Детей я так спрашиваю, можно сказать, какие вообще разновидности болезни они знают, то есть кем они могут быть вызваны. Это всякие насекомые, грибы, вирусы. Какие методы борьбы с этим, то есть большинство детей очень хорошо отвечает, в принципе. Чтобы ребята не подслушивали друг друга, организаторы придумали, так сказать, отвлекающий маневр. Одних развлекали спортом, других игрушками. А вот так вот уже отвечает, видите? Тем временем для руководителей школьных лесничеств устроили настоящие уроки по мониторингу окружающей среды. В этом российском проекте участвует уже 7 пилотных площадок республики. Учителя и дети совместно выбирают определенную территорию в своих муниципалитетах и проводят экологическую оценку. Мы сейчас подбираем те методики, какими можно отслеживать, и адаптируем их под детей. Понятно, что там очень сложные химические опыты мы не можем ставить, опять же, с реактивами дети не должны работать. Мы их не допускаем к воде, к нефтяным разливам и загрязнениям, потому что, опять же, в первую очередь, детей, безопасность детей должна стоять у нас в приоритете. И вот делаем даже оценка, даже вот изменение границ, отслеживание границ, где свалок, несанкционированные свалки, распространение борщевика, как он меняется, мытье машин в водоохранной зоне. Это все очень важно на самом деле. По словам организаторов, значимость таких слетов намного глубже. Это не только знание лесного хозяйства. Ребят привлекает к исследовательской и природоохранной деятельности. Кроме того, эти юные лесники – будущие специалисты для профильной отрасли. По результатам мониторинга многие юные лесники собираются поступать в вузы по лесному направлению. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.